Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус у Празе і на відэасувязі з Менску сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады Аксана Зарэцкая. Але з ёй мы сёння будзем гутарыць як з трэнеркай па бізнес-стасункам і этыкету. І пагаворым пра стыль і этыкет Александра Лукашэнкі ў яго атачэнні, у прадстаўнікоў найвышэйшага чынавенства Беларусі. А таксама параўнаем гэта са стылем найбольш яркіх прадстаўнікоў прыхільнікаў пераменаў. Добры дзень, Аксана. Здравствуйте, Анна. Вот апошнім часам тэлеграм-канал Александра Лукашэнкі публікуе фота і відэо яго ў нефармальнай абстаноўцы. Некалькі гадоў таму яшчэ это немагчыма было ўявіць. Ну і вот яны выклікаюць, я б сказала, неадназначныя рэакцыі ў грамадстве, часта вельмі крытычныя. Я б папрасіла б вас пракаментаваць з пункту гледжання адпаведнасці сітуацыі, вот як адзенне, так і інтэр'ер некалькіх відэо. Одно відэо это скрашчэнне са шпіцам з сабачкам і купаннем прорубі, і другое відэо з інтэрв'ю расійскай журналісткі ў рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, там таксама шпіц на стале, бліны былі. Вот на што вы звярнулі ўвагу як экспертка? Ну, давайте начнем с того, что фотографии и видео в неформальной обстановке – это нормальная практика, в том числе во многих демократических государствах. То, что в Беларуси этого не было достаточно длительное время, говорит в первую очередь о большой закрытости власти. Мы, в принципе, очень мало знаем о жизни чиновников, практически ничего не знали о жизни президента, ничего не знали о жизни приближенных к ним людей, в то время как мы с вами можем вспомнить видеофильмы, фотографии в огромном количестве американских, французских, итальянских деятелей политических. И вот эта необходимость перейти на новый уровень, вдруг появление неформальных фотографий и видео говорит о попытке начать вести диалог с людьми немножко в другой тональности, уже попытка не официоза, а все-таки, ну, давайте как бы между своими, между собой договоримся. Получается это, честно говоря, не очень хорошо. Как вы совершенно верно заметили, случается очень много курьезов, потому что все эти неформальные якобы фотографии и видео, которые мы видим с вами у западных политических и культурных деятелей, на самом деле это, конечно, выверенная режиссура. Это не то, что снимается просто так на телефон, между прочим. Кадр тоже выстраивается, это тоже люди, которые помогают подобрать одежду, аксессуары, описывают допустимость либо недопустимость присутствия некоторых элементов в кадре. В случае же с вдруг появившимися фотографиями и видео Александра Лукашенко мы видим, что здесь режиссура носит такой крайне примитивный характер, а давайте это снимем, а давайте будем ближе к народу, и мы получаем скорее обратную реакцию, ощущение некоторой брезгливости и недоумения, обнаружив собаку на столе, обнаружив там босые ноги, какие-то обнаженные части тела, на грани фола, я бы даже сказала, иногда внешний вид. Одно из видео, которое мне чрезвычайно позабавило, это когда Александр Лукашенко колол дрова совсем недавно и бросал какие-то бревна собачки. И вот этот вот беленький платочек на голове, ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. С точки зрения стиля это тотальный провал. Если мы будем говорить про этикет, то все равно, если вы пускаете камеру к себе домой, надо понимать, что есть домашний стиль. Есть необходимость, ну, не в трениках ходить дома и не демонстрировать такое пренебрежение к стилю, такое пренебрежение к своему внешнему виду. Ну, Можна одну хвіліночку вас пераб'ю, просто згадаю, я у Вашынгтоне ў музеі навінаў бачыла вялікую экспазіцыю хатніх жывёл усіх амерыканскіх прэзідэнтаў. І яны, ну, ад самага пачатку, калі прэзідэнт заходзіць у Белы дом, вядома, і імя, звычайна сабачка, але былі і каты, імя іх, і вот, ну, все гэтыя фотаздымкі, яны вельмі дарэчныя, у такой хатняй абстаноўцы зробленыя. Як вы вельмі слушна сказали, і добра это все зрэжысавана, але тым не менш нідзе сабачкі на стале няма. Ну, здесь, вы понимаете, вопрос границ, понимания разницы между домашним животным, членом семьи, картинки для публики и вашего личного способа с ней общения. И это всегда разделяется, потому что если вы пускаете камеру, то вы не должны демонстрировать свои привычки. Некоторые привычки надо прибрать, потому что они не будут нормально восприняты окружающими.
Камера и работа на камеру всегда ориентированы на публику, которая будет вас смотреть. И если мы с вами вспомним хозяйственность белорусских женщин, нашу чистоплотность, аккуратность, то, конечно, собака на столе воспринимается нами, ну, как событие из ряда вон выходящее по очень многим параметрам. Это абсолютно не свойственно нормальной белорусской семье, я бы так сказала, воспитанной, культурной. Здесь даже речь не идет о какой-то высокой интеллигенции в пятом поколении профессуре, которая живет в городе, и коренные от самого основания города. Ни в одной деревенской семье вы подобного рода не увидите. Так что здесь еще комментировать? Это нонсенс абсолютно. А што б вы сказалі пра стыль Александра Лукашэнкі, ну, вот і хатні, і дзелавы? Як мне падаецца, дзелавы стыль там больш-менш строгі ў яго, так? Вот з'яўляюцца збольшага прэтэнзіі, калі мы бачым яго ў нейкай нефармальнай абстаноўцы. Вообще, я хотела бы сделать ремарку, что у белорусских чиновников в принципе большая проблема, в том числе с деловым стилем. Казалось бы, деловой стиль — это просто: надел костюм, галстук, белую рубашку и вуаля, ты уже при параде. Тем не менее, есть разница между костюмом и костюмом, который хорошо сидит. И здесь часто требуется индивидуальная подгонка, поскольку если дама может позволить себе трикотаж, если дама может позволить себе драпировки, складки, многослойность, то в мужском костюме он, что называется, должен сидеть как влитой. И такие костюмы задешево, скажем честно, не купишь. Такие костюмы предполагают либо подгонку, либо пошив. Крайне редко, когда вы из магазина надели на себя костюм, и он сидит именно так, как надо. Не только по плечам, но и по рукаву, и по брюкам, там масса есть вопросов. И в этом смысле та картинка, которую мы сейчас видим у Александра Лукашенко, вот последних пару лет, она в плане делового стиля весьма неплоха. Видно, что он в дорогих костюмах. Я не могу сейчас говорить о каких-то ценах и марках. Я предполагаю, что, скорее всего, это индивидуальный пошив. Но если мы будем говорить о более широкой картинке, если мы с вами вспомним других чиновников белорусских, то здесь просто швах и беда. Это очень забавно, что мы с вами, кстати, на эту тему говорим, потому что в прошлый раз на тему стиля белорусских чиновников мы говорили на телеканале ОНТ, когда меня туда приглашал Марат Марков в свою передачу «Ничего личного». И там тоже стоял вопрос. Это, нагадайте, калі ласка, час, это апошние полгода, ці раней? Нет, это много раньше, это где-то 1,5 года назад было, да. Я была первым неполитическим гостем на этой передаче, и сейчас все, конечно, перевернулось таким образом, что я думаю, Марат Марков просто проклинает этот жест, который был сделан в мою сторону. Но, тем не менее, там тоже вставал вопрос о перечислении самых стильных чиновников. И поверьте, здесь надо было, как старушке в сказке про Колобка, идти и скрести по сусекам, потому что просто так сходу, кроме, наверное, Павла Павловича Латушка, и сложно кого-то назвать, согласитесь. Ёсць яшчэ ж, ну, я так згадаю, нейкія такія правілы, які нельга парушаць. Колькі гузікаў у якой сітуацыі можна расшпіліць, напрыклад, так? Ці можна летам, калі горача, мець, каб тут піджак быў, і тут была бачная голая рука. Ну, амаль у ўсіх беларускіх чыноўнікаў бачная, так? Вельмі шмат ёсць дэталяў не толькі датычных, што купляць, але і як насіць, правда? Совершенно верно. Я еще раз повторюсь, важен не столько костюм, как он сидит на вас, да, потому что это может быть и недорогой костюм, но если он прекрасно подогнан, почему нет? Допускается, конечно, ошибки не только в костюмах, но рубашка с коротким рукавом, она недопустима в деловом стиле. А уж тем более рубашка с коротким рукавом без пиджака, да еще и с галстуком. Это совершенный моветон. Брюки, которые слишком длинные и собираются складками над ботинками. Неподходящая обувь, поскольку есть перечень обуви, который допустим в классическом стиле. И, к сожалению, мы видим у белорусских чиновников и сандалии летом, которые в деловом стиле недопустимы, и обувь достаточно растоптанную и пыльную, особенно когда речь идет там о вестях с полей каких-нибудь. Я понимаю, что поля, но тогда давайте вы уже не берите в кадр обувь. Да, ці вядома вам, ці нейкім трэнінгі, ці нейкае навучанне праводзіцца, ці это кожны робіць як ведае?
К Хаця б якая сожалению, інструкцыя, гэта ж калі чалавек гэтага не ведаў ад самага пачатку ні ў сям'і, ні дзе, то гэтаму трэба навучыцца, ці ёсць нейкая сістэма ў дзяржаве, каб гэтаму навучылі. Когда вы заканчиваете вуз международные отношения, например, то там есть предмет протокол и этикет. Ну, кто из нас что помнит из вуза, да, мы с вами признаемся честно. Что касается системного обучения протоколу и этикету в среде белорусских чиновников, то, насколько мне известно, такой системной работы там не проводится. Да, есть пару учебников, которые в электронном виде друг другу кидают, кто на что учился. Кроме этого, как вы знаете, проводится летом учеба послов, когда приезжают все послы на время своих каникул, отпусков в Минск, и среди них проводятся работы, и в том числе с супругами проводится работа, и вот там иногда делают занятия по этикету и протоколу. Но этот вопрос не поставлен на систему, и мы видим с вами результаты, совершенно очевидно. Причем я ведь хочу напомнить, что этикет – это не только дресс-код, это не только внешний вид, это то, как вы общаетесь с человеком, какие жесты вы себе позволяете, называете вы его на «вы» или на «ты». Это же притча во языцах, да, в белорусской среде. Какие границы вы позволяете себе переходить, общаясь с человеком, когда, например, мы видим совещание с Кабмином, когда мы видим эту манеру взаимодействия с людьми. Высшие лица государства, особенно если они являются хедлайнерами, если кроме них никого по ТВ не показывают, они задают для широких масс вот этот вот стандарт коммуникации, стандарт общения, способ взаимодействия с людьми, на каком языке с ними говорить, как себя демонстрировать и как себя показывать. С одной стороны, Лукашенко, конечно, выбрал такую стратегию категорически свой, народный президент и тому подобное, и кажется, чем проще, тем лучше, мол, не буду я заморачиваться ни с обращениями, ни с внешним видом, и мы как бы видим результаты в течение последних 26 лет, к чему это привело. Отсутствие фактически стиля как такового. Понимаете, наличие на вас костюма или какого-то там более-менее делового дресс-кода, либо того, что вы представляете под деловым дресс-кодом, это не означает стиль. У белорусских чиновников стиля нет, потому что стиль предполагает индивидуальность, свободу самовыражения, возможность показать свое «я», знание своих границ и недопущение пресечения этих границ. В белорусской среде чиновников это невозможно, поэтому стиля нет. Оксана, вы говорили про тое, што Александр Лукашенко пазіцыянуе сябе як народны прэзідэнт, гаворыць ты суразмоўцам, але тым не менш ён взяў на практыку такую стыльную элітную рэч як балі. Да? Вот вы сябра бальнага камітэту венскага балю. Якая ваша экспертная ацэнка арганізацыі баляў, якія ладзіць Александр Лукашенко зімой? Адзенне на іх, парадак балу, падбор удзельнікаў, удзельніц, тое, што там внутры адбываецца, бо мы бачым маленечкія карціначкі, маленечкія кадры. Як вы гэта все ацэніце? Я могу судить об этом только как внешний зритель. Я не была приглашена на один из этих балов. Я сразу сделаю ремарку. Не буду говорить, к сожалению, при этом. Что хотелось бы сказать. Когда год назад в Купаловском театре планировался Венский бал, мы подошли к организации на самом высоком уровне, поскольку стандарт был задан австрийцами, и для нас было крайне важно его поддержать. Позже, как вы знаете, этот бал был, не знаю, там, перехвачен, захвачен, экспроприирован президентом и был проведен под его эгидой. Мне совершенно не стыдно за моих дебютантов, которых я лично отбирала и готовила. Что я вижу и что я наблюдаю каждый раз с этих фото и видео с этих балов. Александр Лукашенко не соблюдает протокол бальный. Он появляется там в галстуке, что недопустимо, только бабочка. Он не надевает смокинг, хотя такая практика присутствует, она должна быть. И более того, мы можем с вами встретить фотографии Александра Лукашенко, когда он носил смокинг. Например, известная фотография, где он рядом с американским на тот момент президентом. Магчыма, это было патрабаванне протоколу американскага боку. Совершенно верно. И это один из самых строгих протоколов, да, чтобы мы с вами понимали.
здесь он тотально нарушает, демонстративно нарушает эти правила протокола, говоря, что не они будут им управлять. И из последнего интервью российскому телеканалу мы с вами можем почерпнуть одну очень важную информацию. У него в правилах нарушать правила. Он стремится, он самоутверждается таким образом. Он не может следовать общепринятому. Для него крайне важно показать против. Поэтому можно ему хоть 100 раз, как говорил Николай, сказать, какое лекарство надо пить и что надо делать, он специально будет делать напротив, наоборот. Вот этот вот такой психотип человека. Для этих людей невозможно соблюдать правила. То есть никакие советчики, никакие рекомендации, никакие требования, никакие прописанные законы для них не являются авторитетом. Скорее, они будут отталкиваться и действовать наоборот. В этом Вы уже пачалі гаварыць пра праблему ў стылі найвышэйшых чыноўнікаў Беларусі, і абутак, і касцюм, ну, які не зусім добра падыходзіць. А што тычыцца стылю вядомых жанчын ва ўладзе, ну, Наталлі Качанавай, Лідзіі Ярмошынай, Надзеі Ермаковай, Наталлі Эйсмант, апошняя крыху адрозніваецца ад трох першых, каго я назвала. На які б вы заканамернасці звярнулі ўвагу ў стылі гэтых жанчын? Ну, как вы верно отметили, стиль Эйсмонт отличается, серьезно отличается в хорошую сторону. В этом смысле мне абсолютно не в чем ее упрекнуть, что касается делового протокола, внешнего вида. Если мы говорим о Качановой, Ермошиной, Ермаковой, тут беда. Опять же, отсутствие стиля, отсутствие понимания допустимости тканей, допустимости расцветок, принтов. Одна из известных фотографий, где Ермакова беседует с президентом у него в кабинете, и на ней вот это вот странное платье с геометрическим принтом голубого цвета, белые туфли с чулками такого цвета насыщенного загара. Смотрится это, ну, мягко говоря, ужасно и абсолютно не соответствует правилам протокола, безусловно. И мы часто видим такое, когда происходит недоработка с цветом, неумение пользоваться аксессуарами. Это часто встречается именно у белорусских чиновниц. Редко можно увидеть действительно стильную даму в этих кругах, даже при соблюдении делового этикета. Есть большие проблемы. То есть, опять же, их можно назвать одним словом — отсутствие стиля. Нету стиля, нету выраженного способа, ярко проявляемого способа себя показать именно внешне. Если мы с вами обратим внимание на фотографии супруг американских президентов, французских, итальянских чиновников, литовских даже, да, если мы возьмем с вами, то здесь есть четко прослеживаемый стиль, здесь есть умение работать с цветом, с аксессуарами, с прическами, в конце концов. В этом смысле интересно отметить, как поменялась Светлана Тихановская, побыв в европейской среде, на самом деле минимальными усилиями из типично белорусской дамы она превратилась в европейку за счет удачной стрижки, за счет умения работать с линиями и цветами. При этом она абсолютно адекватна в отношении протокола и делового стиля. Это монохром, черное, белое, серое, очень удачное каре, минималистично, аккуратно, ничего лишнего, никакого яркого макияжа. Она восхитительно выглядит, скажем честно, минимальными усилиями, не требующими каких-то сумасшедших денежных вложений или работы стилиста. Светлана говорила о том, что она не работает ни с каким стилистом. Было некалькі месяцаў таму, вот мы нават спецыяльную перадачу пра гэта рабілі, і сапраўды яна сказала, што яе няма стылісту, але, магчыма, за некаторы час прайшоў, стылісты з'явіўся, ці проста нейкія людзі, якія даюць парады. Магчыма, і не, магчыма, не, яна проста вельмі бачыць тэндэнцыю, такой агульны стыль еўрапейскіх палітыкаў і так вельмі дакладна яго выконвае, так. Это прекрасный пример, как среда формирует ваш внешний вид. Понимаете? В белорусской среде очень сложно быть стильным человеком. Вот если вы видите на улице или если вы видите в дипломатической, в среде чиновников стильного человека, будь то дама или мужчина, то, скорее всего, у него особенная история прихода к этому состоянию.
как в жизни его это произошло, как это случилось. И мы с вами можем расспросить, и потом окажется, что человек какое-то время жил или в Италии, или во Франции, или достаточно долго общался с иностранными партнерами, которые ему уже продиктовали этот стиль, либо вдохновили его на этот стиль. Но что я вам хочу сказать, ведь огромное количество белорусских чиновников из МИДа регулярно работает за границей, в европейских странах, и единицы из них трансформируют свой стиль, поскольку здесь должно быть какая-то изначальная предрасположенность, воспитанное с детства чувство красивого, чувство прекрасного. И, к сожалению, когда ты растешь в какой-то деревянной халупе, выходишь из дому и видишь грязь кругом и разруху, это мы с вами в Минске живем в красивом, относительно красивом городе и чистом, но вместе с тем без особых архитектурных изысков. Мы с вами выезжаем на периферию, и картина там абсолютно нерадостная. И если вы растете в этой среде, то вы и получаете вот этот вот средний уровень красоты, сильно отличающийся от европейского. Надо это очень четко понимать. Я кожны раз, калі прызначаецца, я такі тэрмін буду выкарыстоўваць, новы склад палаты прадстаўнікоў ці Савету Рэспублікі, я заходжу на сайт і праглядаю твары, і праглядаю твары як мужчын, як і жанчын. Жанчын там даволі шмат, такая ёсць устаноўка, каб іх было больш. І я гляжу, што ёсць пэўнае падабенства практычна ва ўсіх жанчынах у палаце прадстаўнікоў, самых розных скліканняў, большасці жанчынаў. Вельмі падобны макіяж і вельмі падобныя прычоскі. Чым бы вы гэта патлумачылі? Ну і якая ваша ацэнка праўладных жанчынаў, пра якіх мы не чуем, якіх імёны мы не запамінаем за іх кадэнцыю ў парламенце, калі гэта можна назваць парламентам. Вот як яны выглядаюць? Ваша экспертная ацэнка у пляне прычосак, у пляне макіяжу, костюмов тых же самых? Опять же, это полное отсутствие стиля индивидуального, это некое усредненное понимание, что есть красиво в этой среде, это отсутствие свободного, простого доступа к действительно качественным тканям, к дорогим магазинам, которые делают хороший крой. Они одеваются часто на рынке из того, что было там привезено из Польши и из Украины. Здесь основной фактор ценовой, чтобы было не маркое, чтобы было недорогое. Ну и у них же свое ателье есть, коли я не помиляюсь. Да, есть так называемое министерское ателье. Про него очень много забавных историй. Я сама неоднократно туда обращалась, когда была супругой дипломата, поскольку супруга надо было одевать, что называется. Если вы не приносите им свои лекала, если вы не контролируете каждую строчку и линию, то вероятность получить такой классический наркомовский костюм со спущенными плечами крайне высока. Есть мастера, которые работают по новым лекалам, и в последнее время их становится все больше. И становится их все больше не потому, что они проходят где-то стажировку, к сожалению, а потому что люди покупают костюмы итальянские, британские, приносят их, показывают, я хочу именно такой, для них снимаются эти лекала и под них шьется. То есть получается, что как бы публика начинает потихонечку, потребитель, все-таки начинает воспитывать, образовывать тех людей, которые должны их одевать. Хотя ситуация должна быть наоборот, с моей точки зрения. Да? В этом смысле есть ателье индивидуального пошива и стилисты мужского костюма и женского дорогого платья в Минске, но это будет, да, невероятно стильно и четко, прекрасно сидящая одежда, но это будет стоить много дороже, чем та одежда с рынка ГУМа, ЦУМа или других государственных магазинов, костюмы из Коминтерна, которые мы чаще всего с вами видим на плечах чиновников и чиновниц. Я яшчэ раз хацела, каб мы звярнулі ўвагу і на прычоскі, і на макіяж жанчын ва ўладзе, жанчын палаце прадстаўнікоў. Вельмі часта яны фарбуюцца ў белы колер, у яркі белы колер, ёсць начосы, так, ёсць даволі яркі макіяж, ёсць такія цені вельмі яркія, якія так уже вельмі давно не зусім прынята наносіць. Ну, смотрите, это же тоже тенденция, это общая мода, да, это женщины 50 плюс часто, у них, что называется, своя среда, свое представление о прекрасном. Многие женщины до сих пор на периферии, что называется, любят химзавивки. Кстати, состояние волос и прически очень много говорят о здоровье.
Состояние кожи в том числе очень много говорит о здоровье. И мы с вами видим, что это женщины часто с лишним весом, которые, скорее всего, не занимаются спортом, которые, можно предположить по состоянию волос, кожи, что в их питании очень много углеводов. И это совсем не европейский подход ни к здоровому образу жизни, ни к стилю. Надо рассматривать этот вопрос очень комплексно. Ведь дело не только в том, что можно поменять прическу, и человек категорически изменится. Фактически, да. Как говорила моя мама, наряди пени, и он тоже будет красивый. Но при этом смыли макияж, и мы видим всю ту же кожу, и мы видим все те же волосы. Это очень системный подход. Я для того, чтобы говорить о качестве жизни, всегда предлагаю обратить внимание на состояние кожи и волос у тех людей, которых мы видим как представителей власти или культуры. И вот, к сожалению, в славянских кругах на территории постсоветских республик, где преобладают углеводы, мы видим не очень хорошее состояние кожи и волос. И это отражается в том числе на прическах. Да, стиля нет, есть некий такой наркомовский образ, да, как это должно выглядеть, яркие тени, яркая помада, причем редко кто пользуется карандашом для того, чтобы эта помада не растекалась, неумение пользоваться ни хайлайтерами, незнание того, какие части лица надо бы замаскировать, высветлить, где вытемнить, что такое контуринг. Ну, это все находится за пределами мира, как правило, этих женщин. Мы калі з вами гутарым, гэта адбываецца праз 5-6 гадзінаў пасля інаўгурацыі Джо Байдена. Я глядзела, напэўна, і вы глядзелі гэтую інаўгурацыю. Ну, это такая вельмі цырымонія, якая вельмі добра рыхтуецца, у якой все колеры, якія выбіраюць удзельнікі гэтай цырымоніі, таксама узгадняюцца паміж сабой, але мы бачылі, якія прыгожыя колеры, якія стыльныя, якая стыльнае адзенне ў жанчын на гэтай цырымоніі, як у віцэ-прэзідэнткі, так і у жонак былых прэзідэнтаў, і всіх удзельніц гэтай цырымоніі. Я не думаю, што час параўноўваць, які стыль, беларускі, амерыканскі стыль, мы знаходзімся крыху на розным узроўні там і развіцця дэмакратыі і ўсяго астатняга, але цалкам можна параўнаць людзей, якія прагнуць пераменаў, якія працуюць у гэтым кірунку з чыноўнікамі, з беларускімі. Так? Ну, вот і бачна, калі глядзець на Марыю Калеснікаву, там Святлану Ціхановскую, пра якую вы сказалі, на Вераніку Цыпкалу, на элегантнага Павла Латушку, пра якога вы казалі ўжо, так? Са сваім індывідуальным стылем Вадзім Пракоп'еў. Ну, гэты спіс можа быць вельмі доўгі, і вот як па мне, найбольш іх адрознівае каляровая гама, бо вот шэрых, цёмных, непрыкметных такіх колераў, якія звычайна абіраюць прадстаўнікі ўлады, у іх даволі яркія насычаныя колеры, светлыя колеры, так? І што яркі чырвоны колер у Калеснікавы, белы колер, які можа модным стаў. Ну, што для вас у стылі найбольш адрознівае людзей ва ўладзе, цяперашніх людзей ва ўладзе, і тых, хто гэтыя перамены спрабуе наблізіць, у тым ліку і праз цяжкія рэпрэсіі, як Марыя Калеснікава, якая цяпер за кратамі, як Павел Латушка, які вымушаны быў з'ехаць з краіны? В первую очередь, конечно, это умение работать с цветом, не боязнь самовыражаться через аксессуары, да, например, тот же шарф, завязанный петлей, который мы часто видим у Павла Павловича Латушко, любовь к деталям. Например, что касается итальянского костюма, есть такое понятие, как спредзатура. Это такая легкая небрежность, когда все идеально, но есть одна деталь, которая слегка выбивается, и она подчеркивает общую выверенность стиля. Этим приемом прекрасно, например, владеет, на мой взгляд, Вадим Прокопьев. Что касается женщин, это умение работать с аксессуарами, яркие цвета и понимание того, что вам идет, а что не идет. Не столько следование за модой, сколько понимание собственного стиля. И в этом смысле подобрать правильную длину прически, пробор с нужной стороны, цвет помады архиважно. Для того, чтобы мы с вами не говорили о каком-то способе краситься, ну как так было всегда, все так делают, сейчас так принято, а выбор именно индивидуального стиля. В то время как у белорусских чиновниц этого нет, и мы не видим эту любовь к самовыражению. Давайте мы вспомним с вами вот эту самую тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Мы не будем брать сестер Груздевых, которые представляют собой уникальный
понимание стиля, так это назовем, очень странное. Явиться, конечно, такое мероприятие во всем этом, ну, бог с ним, не будем это обсуждать. А возьмем с вами других женщин, которые присутствовали на этой инаугурации. Просмотрите эти фотографии. Как правило, отсутствие аксессуаров, макияж на грани отсутствующего и, опять же, те самые тусклые серые цвета. Не выделяться. Не выделяться, не бросаться в глаза, следовать генеральной линии партии, ни шага влево, ни шага вправо, прыжок на месте расцениваем как попытку улететь. Вот о чем я хочу сказать. Не выделяться – это главное правило. Как быть как все. В то время, когда мы говорим о людях за перемены, о людях, которые стремятся создать новую Беларусь, о тех людях, которые хотят лучшей жизни и готовы ее создавать. Это люди с очень сильным внутренним посылом, с характером, который, безусловно, выражается на внешности, безусловно. Оксана, я ведаю, вы жылі працяглы час за мяжой, вы ў дыпламатычных колах жылі, маеце вялікі досвед. А як часто вы свой стыль меняли? Ну, я вам хочу сказать, я совсем не та, которой я приехала в Швейцарию в 2007 году, если я не ошибаюсь. Безусловно, стиль менялся, и мода менялась, и стиль менялся. Я в этом смысле, наверное, сочетаю в себе такую парадоксальность. Я люблю и яркие подвижные элементы такого полуспортивного стиля, и классические в то же время. Мне нравится некоторая и экспрессивность, и где-то вычурность в одежде и аксессуарах, но моя профессия это позволяет, поскольку я еще преподаю этикет, и всегда ожидается такая легкая эпатажность, да, такая медийность должна сопровождаться чем-то необычным, чем-то приметным. Здесь иногда эти элементы создаются специально, я люблю яркие, необычные броши. А если говорить о тенденции к смене стиля, то, наверное, в этом смысле я более консервативна. Вот, меняюсь я очень медленно. В 2007, да, это был один образ, но прошло с тех пор, дай боже, сколько лет. И, понятное дело, сегодня и другая мода, другие фасоны, другие цвета. Так что в этом смысле, наверное, стало спокойнее, я бы так сказала. Менее спортивная. Дзякуй вялікі вам за экспертную ацэнку. Гэта была сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады Аксана Зарэцкая, спецыялістка, экспертка ў этыкеце. Усяго вам найлепшага. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.